В прошлом году в образовательной среде от родителей, обучающихся, не только у нас в республике, хотя у нас в республике это было меньше, поступали жалобы о ненормированном количестве контрольных работ в образовательных организациях, которые сказываются негативно на состоянии, психоэмоциональном состоянии, физиологическом. В связи с тем было выражено такое недовольство и системе образования, которое дошло до президента Российской Федерации, который в своем поручении также дал указания по оптимизации контрольных работ, для того, чтобы контрольные работы только служили позитивным изменением в обучении наших детей, но ни в коем случае не мешали или, наоборот, создавали какие-то трудности. Потому что действительно контрольная работа сама по себе – это система оценивания знаний, а все мы волнуемся, когда нас начинают оценивать. И повышается уровень тревожности у детей. Естественно, дети начинают нервничать, переживать, беспокоиться. И если часто вот эти вот беспокойства происходит, это, соответственно, переливается, может перерастать в какие-то определенные психологические, психические проблемы, сказываться об желании посещения школы, если контрольный часто проводится. Поэтому было принято решение провести соответствующую диагностику или мониторинг контрольным работам непосредственно у нас в Республике Татарстан в целях выполнения поручений президента Российской Федерации о оптимизации контрольных работ и поручения Министерства просвещения, то есть курирующего федерального органа, по также сокращению количества контрольных работ. Но сами по себе контрольные работы в школе должны быть. Как-то оценивать знания детей нужно. Не всегда можно оценить каждого ребенка только исходя из устного ответа, не по всем предметам, не по всем темам. Но так или иначе, если в классе, допустим, 40 детей, 35 детей, каждого опросить, даже если каждому уделить 1 минуту, то практически уйдет весь урок. Но это нецелесообразно, это неправильно, поэтому проводятся определенные контрольные работы. Когда мы провели соответствующий мониторинг у нас по Республике Татарстан, мы выявили, что действительно имеют место быть контрольные работы, которые превышают соответствующую норму. Но мы столкнулись и также с тем, что многие родители любую письменную работу на 5 минут, любую самостоятельную работу на буквально 7-8 предложений воспринимают как контрольную работу. И, соответственно, у них складывается впечатление, что проходит урок, учитель объясняет тему, и на следующий урок уже контрольная. Но на самом деле это не контрольная, это просто повторение материала, небольшая самостоятельная работа. Но, тем не менее, дети приходят домой и рассказывают родителям, что у нас сегодня опять была контрольная работа. И таким образом, собственно говоря, вот эта проблема и возникает. С точки зрения норм, то есть с точки зрения законодательства, если уж совсем так упрощать, то контрольная работа – это работа, которая проводится по освоению крупного объема материала, модуля или части образовательной программы, который проводится не меньше, чем полчаса, практически весь урок. Вот поэтому в связи с этим Рособорнадзором и Министерством просвещения в прошлом году, в мае, были разработаны и направлены во все регионы методические рекомендации, инструкции по организации контрольных работ в школах. Одним из предложений, или одним из критерий этих методических рекомендаций явилась систематизация контрольных работ и разработка графика и опубликование его на сайте. Это означает, что школа должна сначала определить все свои контрольные работы на бумаге, которые она планирует проводить на полугодие, и строго следовать вот этому графику. То есть не придумывать дополнительных контрольных работ и так далее.
Мы со своей стороны, как Республиканский Оборнадзор, также приняли меры по сокращению региональных контрольных работ. Есть у нас еще региональные, так называемые министерские контрольные работы. Остались только у нас ряд контрольных работ, который посвящен оценке так называемых мягких навыков soft skills или функциональной грамотности еще называют, может более подробно об этом поговорить. Все другие контрольные работы по республике, которые инициируются республиканской властью, то есть Министерством образования и науки, они были также отменены, сокращены. И что касается муниципальных контрольных работ, то также было принято решение согласовывать муниципальные контрольные работы с Департаментом надзора и контроля в сфере образования. То есть те контрольные работы, которые раньше, если вспомните, именовались контрольные РАНО, то они теперь должны проходить соответствующую проверку в департаменте, и мы уже определяем совместно, комиссионно, является ли она объективной, обоснованной или целесообразной. Потому что в рамках своего мониторинга мы увидели, что есть муниципальные контрольные работы и школьные контрольные работы, которые дублируют федеральные оценочные мероприятия. Например, всем известно ВПР, всероссийские проверочные работы, которые у нас проводятся в конце года. В этом году тоже с 15 марта стартует у нас проведение ВПР. И параллельно проводятся муниципальные контрольные работы и региональные. Так вот, в целях исключения дублирования, повторения проведения этих работ, мы, соответственно, приняли такое решение каждую контрольную работу просматривать и уже давать согласие на проведение ее или, наоборот, отмены проведения этой контрольной работы. Таким образом, на сегодняшний день организовано мероприятие по оптимизации контрольных работ. Мы можем сказать, что на сегодняшний день у нас было 7 комиссий с муниципальным районом, которые предлагали провести контрольные работы, и 43 контрольные работы в проведении было отказано.